Как правильно сажать деревья, второкурсник КАИ Александр Малышев знает не понаслышке. Приходилось помогать родителям на даче. Но сегодня особая ответственность. Технология простая, посадил вот пока только одно. Символично, интересно, на память все-таки воспоминания. За лопаты сегодня взялись студенты и преподаватели Казанского авиационного института, а также сотрудники конструкторского бюро имени Туполева. Общими усилиями посадили почти полсотни лип и елей. Посадка деревьев стала своего рода акцией по озеленению территории будущего общежития института. Ему уже дали название «Дом студента Начитаева». Здание на 620 мест сдадут к концу этого года. Акцию приурочили сразу к двум юбилейным датам – 90-летию со дня основания КАИ и 100-летию конструкторского бюро. 90 лет нашему вузу. Он на самом деле очень молодой, и все профессии, которые у нас обучают, достаточно хорошие. Сейчас в стране как никогда нужны хорошие специалисты, и у нас поток хороший первокурсников в этом году. И я думаю, что через 4 года они будут замечательными специалистами, которые будут работать на благо нашей страны. Казанский авиационный институт был основан в 1932 году. За это время выпустили более 110 тысяч специалистов. Это авиаинженеры, приборостроители, конструкторы самолетов, ракет и космических кораблей. История КАИ связана с именами выдающихся российских ученых. Здесь работали основоположник отечественного ракетостроения Сергей Королев, главный конструктор системы «Энергия Буран» академик Вячеслав Алимасов. ВУЗ носит имя выдающегося конструктора Андрея Туполева. Казанский авиационный институт славится своими выпускниками, которые очень много сделали для развития отечественного авиастроения, мирового авиастроения, вертолетостроения. По другим отраслям высокотехнологического машиностроения. Я думаю, что мы эти традиции обязательно будем продолжать и дальше. Выпускники КАИ сегодня – мощная опора конструкторского бюро имени Туполева. В этом году оно празднует вековой юбилей. За годы существования в стенах УКБ разработано больше 300 проектов различных летательных аппаратов. По ним выпущено свыше 18 тысяч самолетов. На воздушных судах конструкторского бюро установлено больше 280 мировых рекордов по дальности полета и грузоподъемности. Сегодня в портфеле заказов предприятия производство гражданских Ту-214. С учетом тех санкций, которые были введены относительно не только российского авиапрома, а вообще относительно всей российской промышленности, основной из вызовов – это возродить гражданскую авиацию. Благодаря тем специалистам, которые уже выпущены, которые будут выпускаться, которые придут на завод, и благодаря тем традициям, благодаря той школе и конструкторской, и производственной школе завода, со всеми этими вызовами полной возможности справиться. Выпускников КАИ ждут на крупнейших промышленных предприятиях страны и в ведущих научно-исследовательских центрах. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.